Роман, приветствуем вас. Вы успешный участник множества конкурсов. Выступление на конкурсе молодых исполнителей в Витебске для вас особая ответственность? Безусловно, это ответственность, потому что я все-таки представляю страну, и это большой конкурс, который знает огромное количество человек, и аудитория зрителей Славянского базара просто невероятно большая. Это и ответственность, и в то же время очень приятно, что мне предоставилась такая возможность, уже не в первый раз, к слову. В 2008 году я представлял Беларусь на детском славянском базаре, также стоял на сцене Витебского летнего амфитеатра тоже уже несколько раз в качестве музыкального гостя, а в этот раз получилось представить Беларусь, и это, конечно, очень приятно, ответственно и почетно для меня. Вы начали петь раньше, чем взяли в руки букварь. Уже тогда знали, что пение будет вашей будущей профессией? Я думаю, что да, потому что это во многом заслуга и родителей, в том числе, так как разглядеть, что сын неспроста строит из конструктора какого-то и книг себе сцену, берет в руки фены, как микрофон, собственно, пытается что-то транслировать. И наверняка это максимально логично, что по сей день я занимаюсь музыкой. В 13 лет вы спели дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым, прошли телевизионную школу проекта «Голос». И складывается такое впечатление, что у вас отсутствует страх перед публикой и сценой. Он не отсутствует, наверное, как и у любого артиста. Необходимо какое-то дополнительное волнение, чтобы это подстегивало сделать на сцене все то, что мы умеем, еще лучше. Конечно, нет какого-то мандража и прочего, но тем не менее я немного волнуюсь, потому что действительно это серьезное выступление, и нет второго шанса здесь сделать все то, что я умею, хорошо, поэтому нужно собраться и сделать все на высшем уровне. Какие советы маститых музыкантов считаете важными для себя? Не могу выделить какой-то один совет. У нас у всех, наверняка, у разных творческих людей все всегда по-разному. Лично я для себя просто хочу не уйти в себя или, наоборот, не улететь куда-то в космос в процессе выступления, а четко контролировать всю ситуацию. Это мне для себя же самого, наверное, самый главный совет и пожелание. Когда вы победили в отборочном туре конкурса молодых исполнителей в Витебске, вы назвали себя неформатным исполнителем. Я думаю, что ощущать себя немножко вне формата и немножко другим априори, потому что я не могу утверждать, что я буду сильно отличаться от других участников, но есть определенный формат конкурса, именно конкурс исполнителей, а именно есть участник, он берет в руки микрофон и исполняет свою песню. В моем случае это будет большой музыкальный перформанс, в котором я внутри двух песен выскажусь максимально разносторонне, потому что в первую песню я буду исполнять на белорусском языке своего авторства на стихи Максима Богдановича, с элементами тоже импровизационными, буду исполнять соло на дудке с президентским оркестром. А во второй песне я тоже виртуозно играть себе на клавишах. Песня будет достаточно необычная, джазовая, что не совсем свойственно для конкурса «Славянский базар». И тоже с элементами импровизации и прочими сценическими интересными историями. То есть буду, несомненно, показывать вокальное мастерство, но плюс к этому в дополнение будет еще музыкальная такая подоплека. Вы, кстати, пишете слова, музыку и делаете аранжировки собственных песен. Я пишу не только для себя, но и для других артистов. И могу сказать, что для других артистов почему-то всегда проще писать, потому что есть четкая задача, и со стороны оно всегда виднее. Тем не менее, у меня есть команда музыкантов, друзей, коллег, которым я всегда показываю свое творчество на этапе демо, и они мне всячески советуют, потому что я уважаю их мнение, и порой оценить самого себя достаточно непросто. Поэтому работать, мне кажется, с кем-то в рамках саунд-продюсера или автора песни проще, чем с собой. Роман, спасибо. Мы болеем за вас всем телеканалом «Беларусь-3» и желаем вам победы.